Уважаемые друзья, коллеги, земляки, я нахожусь дома у себя за рабочим компьютером и провожу онлайн встречу. Я сотрудник Агинского национального музея, поэтому сегодня тема нашей встречи, значит, этнография, а если еще точнее, мы поговорим об бурятской обуви. У нас в музее среди экспонатов есть бурятская обувь, но отличительная черта нашей обуви, значит, это вздернутый нос. Я специально распечатал фотографии бурятской обуви, так как дома, когда нужно было, не оказалось обуви настоящей, поэтому вот распечатал и показываю вам. Значит, и вздернутый нос. Я хочу сказать следующее, значит, в детстве, когда мне было очень мало лет, а я был любопытный, я спрашивал у своих родителей, у дедушки, бабушки, почему такая особенность. Мне они объясняли, что наши предки так шили обувь, чтобы не ранить почву. Но позже, когда я вырос, я начал над этим еще задумываться и пришел к такому выводу. Ведь в старое время, когда я еще был маленьким и молодым, было же время другое. Была коммунистическая партия, был атеизм, притом глубокий атеизм и воинствующий атеизм. Нельзя было говорить им, нашим предкам, о Боге, о Будде, вообще говорить о религии. Поэтому они нашли, наверное, такой выход и говорили, что нельзя ранить почву. Я как раз вздернутый нос намерен связать частично с религией. Почему? Потому что наши предки ведь были набожные. Вот во второй половине 19 века у нас даже не было замков на дверях, об этом мы часто слышим и читаем. И благодаря учению религиозному, буддийскому учению, не было воров, пьяниц не было, алкоголиков, и преступность вообще была сведена к нулю. Слышим, что когда строили маньчжурскую ветку, это конец 19 века, из Запада приехало много ссыльных, каторжных, и там, значит, кто-то из-за куска хлеба кого-то убил. И вот тогда было большое удивление, что, оказывается, человек может убить человека. Это было для них, для наших предков, в общем, удивительным фактом. И вернемся к нашей обуви. Значит, набожные наши предки молились и совершали простирание. Вот я тут вырезал одну обувь, чтобы показать. Когда совершаем простирание, что мы садимся на корточки, потом простирание. Вот какое действие совершалось. И для этого лучше вздернутый нос. Раньше ведь еще люди не обучены были шить одежду из грубой кожи. В основном обувь была тряпичная. Вот я помню, у моей бабушки была обувь тряпичная. Поэтому вздернутый нос на обуви, это необходимость бытовая, больше того, и частично религиозная. И я даже видел фотографию тибетцев, которые носят тоже такую же обувь со вздернутым носом. Я еще хочу добавить, что наши предки, буряты, жили когда-то на стыке границ Тибета, Индии и Непала. Вот там наша родина, видимо. И знаменитая Наигнава находится именно там.
Это позже, уже после Чингисхана в Ираке по памяти, значит, назвали место Найнава, а настоящая Найнава это вот там, вот на стыке этих границ. И я думаю, что в Азии такой метод шитья со вздернутым носом был довольно распространен. Может быть, и раз в Тибете есть, в Монголии, у нас, значит, и может быть и там, где-то на стыке границ этих, или в Непале, в Бирме, может быть. Ну, хотя там теплый климат, поэтому могут вполне, конечно, может, ходили и в сандалиях, или в каких-то шлепанцах. Ну, вот об этом мне хотелось сказать. Вот, главная наша тема вот, бурятская обувь. Я думаю, всем было понятно. Мне очень приятно, что вы досмотрели, дослушали до конца. Всего вам доброго. Это наша первая встреча, надеюсь, не последняя. В дальнейшем еще встретимся.